телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Якутский спутник «Чолбон», созданный юными учеными, готовится к запуску с космодрома «Восточный». О развитии сотрудничества Якутии и Роскосмоса говорили на встрече главы республики Арсена Николаева и заместителя гендиректора госкорпорации Сергея Крикалева. Ледовые переправы закрываются, подушки выходят на маршрут. Скоро якутяне смогут добраться из Якутска в Нижний Бестях и обратно. Узнайте стоимость проезда, расписание и место отправления. Стань донором, спаси жизнь. Якутия присоединяется к Всероссийской неделе донора. Узнайте, где и как можно сдать кровь. Москва аплодирует Якутии. Яркий гала-концерт «Кюн Эркен» покорил столичную публику богатством культуры народа Саха. Метание ножа и прыжки через нарты в Якутии проходит необычный этап Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. В Москве глава Якутии Арсен Николаев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Крикалевым. Речь шла о продолжении двустороннего сотрудничества. Республика в партнерстве с Роскосмосом реализует комплекс образовательных и научных проектов. В частности, на базе Малой академии наук готовится к запуску космодрома «Восточный» малый космический аппарат «Чолбон», разработанный и собранный выпускниками учебного заведения. После вывода на орбиту он позволит якутским школьникам и студентам выполнять дистанционное зондирование Земли и другие технологические эксперименты. И очень приятно, что внимание к космонавтике в регионе очень высокое. Вообще не только к космонавтике, и к авиации, к космонавтике. И для того, чтобы новое поколение приходило туда, уже Роскосмос старается делать все возможное для того, чтобы помогать ребятам знакомиться с техникой, знакомиться с космонавтикой, приходить. Не обязательно даже в космонавты, можно приходить, создавать новые космические корабли, создавать ракеты, управлять будущими космическими аппаратами. С закрытием переправ единственный транспорт, способный передвигаться по водной и ледяной глади, это суда на воздушных подушках. Как будут работать пассажироперевозки и межсезонье, узнавала Эржен Кармаева. Оглушительный рев мотора, и мы поехали. Уже через 30 минут катер «Хивус» домчит нас на другой берег. Это причудливая конструкция судна на воздушной подушке, самый большой помощник якутян в межсезонье. Для пассажиров столицы республики путь начинается на станции Намыв в 204-м микрорайоне. «Хивусы» доставят вас до терминала в Нижнем Бестяхе. Поездка в одну сторону обойдется в 2500 рублей. Но цена, как предупреждают извозчики, может колебаться из-за погодных условий и других непредвиденных обстоятельств. Начинает дорога ломаться, это значит у нас начинаются расходы, рвемся, расход топлива и так далее. Это время мы завышаем еще на 500 рублей, это 3000 получается, да? По 3000 возим. Потом, значит, уже когда густой ледоход идет, когда не могут пройти вот эти наши хивусы, воздушные СВП, идут аэроботы наши, тайфуны, наши танки. Ага. И вот тогда, конечно, они там, извините, они жгут топливо, как вертолет, даже похлеще, наверное. Тогда уже от 4 до 5 тысяч будет тариф. Сейчас перевозчики прокладывают трассу, отсыпают снег и растаскивают песок. А в горячую пору управляющие судами будут работать вовсе без выходных. Но капитаны трудностей не боятся. Например, речной волк Александр Высоцкий готовится встретить свою 16-ю навигацию. Сейчас, с учетом, наверное, времени, опыта и линия, как сказать, маршрут один и тот же, все нюансы уже знаешь, отточены, и только какие-то непредвиденные форс-мажорные обстоятельства могут как-то привнести неудобства в работу. Остальное все линейно, просто пассажиру иногда кажется даже в ледоход, что там страшно, кто-то глаза закрывает, а для нас это обыденность работа. То есть я маршрут вижу, я вижу обстановку и спокойно двигаюсь. Опытный капитан не значит опытный пассажир. Поэтому соблюдать правила безопасности, пока передвигаешься по воде, не просто желательно, а необходимо. Все-таки мы скачем по льдам, вода, лед, наверх, всякое разное. Это же спецтехника. Мы не по дороге ездим по асфальту. Это не автомашина. Поэтому я посоветовал бы, чтобы они эти телефоны пока до места, пока не доехали, спрятали в карманы. Сидят, увлекаются, отвлекаются. Мало ли где-то что-то
подскочили, чтобы они повнимательнее были. Всего же по маршруту Якутск-Нижний Бестях будут курсировать порядка 30 судов с 7 утра до 7 вечера. Эржена Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. Мы не доживем до расселения. С такими словами к корреспонденту телеканала обратилась жительница аварийного дома по улице Якутска в столице республики. Анна Голомарева, так зовут женщину, уверяет, их дом достиг 93% износа еще в 2018 году. И до расселения жильцов в 2030 может попросту рухнуть, похоронив под облаками целые семьи. Подробности этой непростой истории в материале Саргаланы Неустроевой. Муж Анны Алексеевны Голомаревой – участник СВО. Сегодня, пока боец на фронте сражается за победу, его семья вынуждена прозябать в нечеловеческих условиях. Конечно, я обращалась везде и писала везде. Бесполезно. Ждите сноса. А снос только в 30-м. Конечно, мы не выдержим. Извините, тяжело. Тяжело здесь жить. Очень тяжело. Здесь по адресу Якутска 4/1 имеются все сопутствующие аварийным домам проблемы. Плесень, невыносимый запах, гнилые доски, холод и многое другое. Ага, вот это уровень наш. Ежегодное подтопление дома. Отсюда вот с этой дырки в полу качают воду. Приходят инженеры с управляющей компании, смотрят. Зимой вот вода из-под пола, прямо из-под пола выходит, и мы ходим в январе-феврале месяце по горячей воде. До кучи заброшенные квартиры дома облюбовали люди без определенного места жительства. Здесь они оборудовали себе досуговый центр и весело проводят время за распитием. А ведь живут в доме в основном женщины. Они и разгоняют эти собрания. По ночам не спим, охраняем наш дом. Тоже, не дай бог, пожар устроят. Гоняем всей толпой. Кто-нибудь услышит, сразу даем звонок. Все уходим, начинаем гонять. В общем, не жизнь, а сплошная борьба за существование. Самое обидное, негодуют женщины, это то, что расселить их должны были еще в 2024 году в рамках республиканской адресной программы. Но их дом подпал под проект комплексного развития территорий, и сроки изменились. По утвержденной этапности расселения Якутска 4/1 стоит в 2030 году. И на этом месте планируется постройка многоэтажного дома. Этапность расселения и застройки квартала у нас составлена исходя из возможности квартала в части обеспечения инженерными сетями новых домов. Иными словами, при формировании очереди агентство учитывает не степень износа дома, а площадь, на которой он стоит. К примеру, для возведения одной современной многоэтажки недостаточно сноса одного барака. Но если поделать с расселением ничего нельзя, то как минимум можно обеспечить хотя бы временную безопасность местных жителей. Способов много, только вот браться за это никто не хочет. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Якутяне активно присоединяются к всероссийской акции в честь Дня донора. Уже более 100 человек сдали кровь, внося свой вклад в благородное дело, приуроченное к 80-летию Победы. Подробнее смотрите в сюжете Вероники Таюрской. 20 апреля 1832 года в Российской империи состоялось первое успешное переливание крови роженицы с кровотечением. Уже тогда врачи понимали важность этого компонента. В годы Советского Союза безвозмездная сдача крови и ее компонентов получила новый виток. А уже сегодня, благодаря современному оборудованию, процедура сдачи не только безопасна, но и безболезненна. Донорской крови мы обеспечены достаточно, что не бывает у нас таких случаев, что нет донорской крови. Как раньше, как в 90-е годы, когда был дефицит донорской крови, такого давно уже нет. Но тем не менее, донорская кровь нужна постоянно, каждый день, каждый час, потому что каждый день бывают операции сложные, роды, травмы, связанные с потерей крови. И в таких случаях может, конечно, помочь только донорская кровь. Станция переливания крови традиционно участвует в акциях, приуроченных к Национальному и Всемирному дню донора. В этот раз принимают участие как представители различных ведомств и организаций, так и почетные доноры России. Кровь ее компонентов я примерно сдал около 100 раз. Начал я примерно 18 лет, столкнулся с ситуацией, что знакомым понадобилась кровь.
И вот с тех пор сдаю. Раньше я редко сдавал, а сейчас позволяет вот раз 5, если в год сдать как норма, то хожу, сдаю 5 раз в год. Для коллектива Якутской городской думы участие в акции стало традиционным. Уже который год депутаты и сотрудники поддерживают ее и делают благое дело. Мы понимаем, что донор – это не только почетно, но и такое социально значимое имеет значение в обществе. Сдача крови, оно помогает поддерживать всех тех, кто нуждается в этой процедуре. Мы организованно приходим каждый год с работой коллективом и сдаем кровь. До этого мы тоже сдавала я кровь. Это по просьбе. Мы просили сдать, я вот первый раз сдавал кровь. Сделать благородное дело и помочь тому, кто нуждается в переливании крови, можно по адресу Петра Алексеева, 87. С понедельника по четверг с 8:30 до 12 часов и в пятницу с 8:30 до 11 часов. Акция донорства крови «Наследники Победы» продлится до 21 апреля. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Центр «Воин» был открыт в Якутске в апреле прошлого года. И сегодня он отметил свой первый юбилей. Это не просто учебное заведение, а значимая площадка для формирования патриотизма, ответственности и готовности молодежи служить интересам страны. Подробнее в сюжете Даяны Федоровой. За год работы Центра «Воин» обучение прошли свыше 2000 молодых людей. Реализовано множество проектов, направленных на развитие физической подготовки и патриотического воспитания молодежи. В клубе уже состою где-то год уже точно есть. В первую очередь знания – это лидерские качества, умение работать в команде. И жизненные навыки, которые нам пригодятся – это упорство и умение также работать в команде. Вот совсем недавно мы выиграли региональный этап «Зорница 2.0». Также в Чарапче тоже участвовали. В рамках празднования прозвучали поздравительные речи от приглашенных гостей. Состоялось соревнование по лазертагу и вручены благодарственные письма инструкторам. В настоящее время в центре трудятся 17 инструкторов, из которых 5 отправились в зону боевых действий. У нас все инструктора на самом деле универсалы. Мы между собой распределили направления. В основном у меня направление, конечно, это БПЛА. Все занятия проходят точно. И большую часть занятий составляет именно практика. То есть по БПЛА все курсанты у меня непосредственно летают. В Центре «Воин» молодые люди проходят интенсивный курс обучения военно-прикладному делу по 8 направлениям. Программа рассчитана не только на молодых людей призывного возраста, но и на школьников. Все образовательные площадки оснащены современным оборудованием. Планируем открыть, во-первых, получить лицензию для реализации нашей образовательной программы, чтобы дети могли беспрепятственно приходить круглогодично и заниматься военно-прикладными видами спорта, а также открыть новое здание в Тавагинском мысе, это здание Полярной звезды. В новом помещении, которое будет располагаться в Табаге, будут круглогодично обучаться учащиеся СПО по военно-прикладным видам спорта. Он будет введен в декабре этого года. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Далее смотрите самые актуальные события из Нерюнгринского района в подборке новостей от наших коллег. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Нерюнгринский детский сад выиграл грант на создание мини-агрокомплекса. Проект «Росток» стал лучшим и получил финансирование на создание уникальной образовательной площадки для детей. Первый урожай планируется собрать уже этим летом. Агрокомплекс состоит из теплицы, метеостанции и биолаборатории «Умная грядка». 1 июня у нас уже будет установлена теплица, установлен агрокомплекс, а оборудование по умной грядке придет пораньше. Я думаю, что в мае мы уже начнем работу. Проект «Росток» поможет детям не только изучать основы экологии и сельского хозяйства, но и развивать практические навыки в самом информативном и увлекательном формате. Все в основном будут делать дети. Пока ребенок сам не потрогает, сам это не произведет, он свой труд не оценит. И когда будет проводиться такая работа, когда дети увидят, что они сами вырастили какой-то плод, который можно попробовать, понюхать, потрогать, скушать, конечно, у них будет очень большой восторг.
А в небольшом помещении на улице Кравченко, 14, открылась не совсем обычная торговая точка. Здесь находится социальный магазин. Это не просто место торговли, это островок надежды и поддержки для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Открыли этот магазин по благословлению от православного храма. Но писали от православного храма ходатайство, а администрация, рассмотрев, и дали нам 2 магазина. Один городской вот остался на Ленина 6-3, а этот храмовый от храма. Неравнодушные жители приносят в магазин одежду, обувь для взрослых и детей, игрушки, книги и даже предметы мебели и бытовую технику. Можно не только по расписанию вещи приносить, но можно непосредственно позвонить по номеру телефона и в любое удобное время принести необходимые вещи, пожертвовать. Ну и, конечно, не только пожертвовать, но и что-то взять для себя, если кому-то что-то нужно. Столица Южной Якутии готовится распахнуть свои двери для участников и гостей Саха-Аланхо-2025. Напомним, что праздник состоится 4-5 июля. В районной администрации прошло расширенное совещание, посвященное подготовке к одному из самых значимых культурных событий республики. В нем приняли участие руководители учреждений, представители ключевых министерств и ведомств. Главные темы – программа мероприятий, безопасность, обустройство обрядовой поляны, транспортное обеспечение, размещение гостей и информационная поддержка. Нерюнгри встретит тысячи гостей, и это событие станет не только праздником, но и мощным импульсом для развития культуры и туризма в регионе. Мы каждый год транслируем и освещаем Саха-Аланхо. В этом году в Нерюнгри собираемся. Около 30 человек будет работать здесь от компании. Это радио, служба интернет-вещания и те люди, которые будут на трансляциях работать. И еще будут тут дневники. Мы сюда приехали, чтобы ознакомиться по ходу работы, то есть по подготовке. На самом-то деле мы смотрим локации, откуда будет трансляции, местность, где проходит Саха-Аланхо, строительство, какие идут, и мы готовимся по планам. На этой неделе мы узнаем о подготовке Нерюнгринского хлебокомбината к празднованию Светлой Пасхи и побываем в Театре кукол, где пройдет классный час – урок мужества для школьников, посвященный героям Великой Отечественной войны. Ну а на этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Гарантированное трудоустройство после обучения. Такую перспективу предложили старшеклассникам Ленска. На родительском собрании обсудили целевой набор и возможности обучения за счет района, в том числе для работы на Новоленской ТЭС. Побывала на собрании и наша съемочная группа. Благодарить за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Общее родительское собрание было организовано районным управлением образования и технологическим техникумом. Ни для кого не секрет, что в большинстве случаев выбор продолжить обучение ребенку в школе или же получить среднее специальное образование решают родители. Поэтому информацией об образовательном процессе они должны владеть. Огромное количество людей, местных кадров, нужно будет трудоустроить, обучить здесь, сейчас, уже в ближайшие 2-3 года. Поэтому мы, конечно, бы хотели, чтобы они пошли к нам в Ленский техникум, на базе которого мы сейчас, начиная с 2025 года, открываем и готовим специалистов и рабочие кадры для именно нашей новой электростанции. В этот день законным представителям организаторы предоставили много интересной информации. Так, специалист по молодежной и семейной политике рассказала, как можно поступить на обучение за счет средств района. Можете заметить, что в 2021 году был огромный наплыв студентов, которые уже поступили в нашу программу, так как в Ленском технологическом техникуме увеличился список направлений. И также в 2024 году был наплыв студентов по сравнению с предыдущими годами, потому что в предыдущие года была популяризирована IT-сфера. Руководитель по управлению персоналом Новоленская ТЭС Юлия Кострица довела до родителей информацию о целевом обучении, дальнейшем трудоустройстве в компанию и возможности карьерного роста. Пока станция находится на этапе строительства, туда ребят не впускают, но как только мы начнем свою эксплуатацию, конечно, они начнут уже там работать. За ними будет закрепляться наставник, будет программа адаптации. Сами они ничего пока трогать не будут, пока не получат допуск. Поэтому целевому договору вы должны отучиться, хорошо отучиться, а главное, чтобы не отчислили, и 3 года отработать на Новоленской ТЭС. То есть вам гарантировано рабочее место. Вашему ребенку гарантировано рабочее место.
Большинство родителей даже не знали о существовании предприятия «Новоленская ТЭС», о том, что уже сегодня можно готовиться по тем или иным направлениям, чтобы в дальнейшем трудоустроиться в компанию. Мы не знали, что у нас есть такие большие компании, которые предоставляют нашим детям, самое главное, трудоустройство. Это самое главное, то, что есть. Есть возможности, где ребенку быть дальше в своем городе и как бы продолжать будущее, что не надо отправлять куда-то в другой город. Сейчас мы посмотрели, что можно начать просто с обыкновенного рабочего. Ну, даже вот смотрели рабочие слесарных работ, обучают дальше, и он может обучаться и дальше идти работать в инженерию, как он мечтает. Ленский технологический техникум сегодня сотрудничает со всеми предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории нашего района. Обучают специалистов по различным направлениям. После выпускники имеют гарантированное место работы, а также возможность карьерного роста. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Богатство культуры народа Саха снова поразило московскую публику. В столице состоялся большой гала-концерт Кюн-Эркен Якутского колледжа культуры и искусства имени Аграфены Макаровой. Гастроли посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне и году защитника Родины в Якутии. В историческом зале Центрального дома Российской армии состоялся настоящий праздник для ценителей искусства. На сцене, как в калейдоскопе, сменяли друг друга яркие, броские, наполненные дыханием предков номера. Якутский колледж культуры привез в столицу сразу несколько своих коллективов. Уже почти 90 лет мы стоим на страже прекрасного, сохраняем, приумножаем, возрождаем самобытную уникальную культуру народов Якутии. И как творческие люди наполняем этот мир красотой, творчеством и даем осмысление, художественное осмысление происходящим событиям. В этот вечер на сцену выходили и преподаватели, и студенты. Даниил Платонов – второкурсник. В танце его привела мама, и с 9 лет он в движении. И когда пришло время выбирать профессию, парень не сомневался ни минуты, ведь танец для него – это жизнь. Сегодня у нас танцуется 8 танцевальных номеров, из них я участвую во всех танцах. И самое любимое – это плясовая, русский народный танец. Любимая, потому что она танцуется от души, с искрой в груди, с энергетикой. Мне вот чаще всего такие нравятся танцы с энергетикой. В зрительном зале по традиции было много наших земляков, но на концерт пришли и люди, которые никогда в Якутии не были. Я видела когда-то в интернете ролики про якутские песни, танцы, то есть это было какое-то великолепие невероятно, то есть костюмы, сама пластика, само вот выражение, сама вот эта вот народность, вот именно вот такая самобытность, это было очень потрясающе, до того интересно, когда я узнала, что у нас тут вот есть возможность посмотреть прямо вживую, я, конечно, не могла упустить. Вторая половина концерта была посвящена подвигам наших бойцов. Звучали проникновенные стихи о сражениях якутских солдат на озере Ильмень, были номера, вдохновленные победой в Великой Отечественной войне. А в конце весь зал встал на песни «Офицеры». Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. В «Триумфе» проходит этап по прикладной физической культуре среди юношей и девушек финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Он включает в себя 6 заданий, одним из которых стал национальный виды спорта республики. О ходе проведения соревнований расскажет Тимур Колмогоров. Новый этап Олимпиады – полоса препятствий, требующая не скорости, но больше точности действий и движений. Спортсмены должны выполнить стрельбу из электронного оружия, бег на дистанцию, прыжки через нарты, метание ножа, переход по бревну и челночный бег змейкой. На каждом из заданий присутствуют члены жюри. Они следят за правильным прохождением трассы, ведь за каждую ошибку дается плюс к итоговому времени. Я немного устала. Казалось, чуть легче это будет. Вроде нормально все. Самое сложное и интересное это было метание ножей. Я делала это первый раз. А что думаете о прыжках через нарты? Вот один из наших национальных видов спорта. Довольно-таки интересный вид. Немножко сложно было. Всего на соревнованиях принимает участие порядка 300 школьников.
Каждый спортсмен тяжело готовился к участию в финале, ведь не каждый раз выдается возможность испытать свои силы на всероссийском соревновании. Я довольна собой в первую очередь. Видно, что тренировки прошли не зря. И мне очень понравилось, я почувствовала хорошее настроение и сейчас готова к следующему этапу. Мой этап прошел, на мой взгляд, хорошо. Приложила все свои усилия. Ощущения нормальные. Я чувствую себя хорошо. Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим соревнованием в России. По ее окончанию победители и призеры получают не только бесценный опыт, но также и преимущества для дальнейшего обучения в университетах. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников имеют право поступать в вузы на бюджетные места без сдачи вступительных экзаменов. В рамках финального этапа Олимпиады, помимо соревнований, проходит насыщенная программа мероприятий. Так, для учителей проводят курсы повышения квалификации, а для школьников пройдут экскурсии по культурным местам столицы и проведут показ фильма «Триумф». Тимур Калмогоров, Иван Сорокоумов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Всего хорошего и до встречи в эфире.